Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, һаумыгыз достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас очень интересные гости, которые я давно ждал и хотел пригласить на свой канал. Это бурятская национальная активистка, э, человек, который получил образование в нескольких видах. Это и психология, это и филология, это и политолог. Э, Насколько я знаю, закончила Бурятский государственный университет, затем закончила аспирантуру в Москве, если не ошибаюсь, так в Академии, Российской Академии Госслужбы. Потом вы работали в Улан-Баторе в Монголии в университете, работали в Кембриджском университете, имеете степень доктора политологии и, соответственно, профессор. Если я ни в чем не ошибся, если вдруг что, поправьте меня. Здравствуйте, Марина Сайдукова у нас в гостях. Прошу всех приветствовать. Руслан, добрый день. Спасибо большое, что вы меня пригласили на свой канал. Мне очень приятно пообщаться с вами. И я надеюсь, что ваши зрители смогут что-то полезное для себя вынести из нашего с вами разговора. Конечно, несомненно, потому что я за вами наблюдаю за вашими выступлениями на видео на вашем канале, за вашими постами в Фейсбуке. И ваша позиция мне очень близка. Ну, начнем с того, что вообще зрители моего канала не так много знают о бурятах. Хотя я скажу, что я достаточно хорошо сам лично знаю о бурятах, о бурятском народе. Потому что помимо того, что я сам интересуюсь, меня и приглашали на различные, скажем так, собрания даже бурятское национальное движение. Я участвовал с ними. Я знаком со многими представителями бурятского национального движения. Но помимо этого у меня моей супруги близкий родственник женат на бурятке. Поэтому я как бы очень достаточно хорошо знаком. Но мои зрители мало знают о бурятах, поэтому я бы хотел, чтобы вы, конечно, больше рассказали нам сперва о своем народе. И первый вопрос такой вот, Марина, то есть вы защитили докторскую по теме формирования нации бурят, калмыков и тувинцев. Мне приходилось слышать разные версии, как себя идентифицируют буряты. Некоторые говорят, что они просто буряты, другие говорят, что они бурят-монголы, третьи говорят, что мы никакие не буряты, мы просто монголы. Как будет правильно? Ну, вообще, вы знаете, то, о чем вы сейчас говорите, скорее, наверное, это разговоры об этнической идентичности. Это такая, это, знаете, любая идентичность — это процесс. Это динамический процесс, который может только зафиксировать какую-то вот картинку, да, которая через какое-то время определенное уже, возможно, не будет соответствовать действительности. То есть это Период, да? динамический процесс изменения отношения человека вот к той его части, которая связана с его происхождением этническим, да, с тем, как и кем он себя ощущает. Что касается чисто терминов, ну, я могу вам сказать какие-то вот, ну, простые, наверное, факты, что на самом деле, например, для большого монгольского мира, я говорю про ту часть, которая являлась в свое время сердцем Монгольской империи, мы являемся просто Северной Монголией, по большому счету. То есть Северная Монголия, то есть это земля, получается, на сегодняшний момент это этническая бурят-Монголия. Само по себе название, дело в том, что, понимаете, это очень связано, опять же, с тем, что мы все являемся частью общей такой, ам, ам, как бы большой степи, да, Великая степь, Большая степь, как хотите его называйте. И речь, основание, всей цивилизационное основание — это свобода, потому что мы номады, мы кочевники. И если какой-то семье или какому-то роду не понравилось по каким-то причинам, по изменению климата, изменению политической власти, они решили, что им неудобно, и они не хотят оставаться там, где они вот в настоящий момент находятся, они просто складывают все и перемещаются, да, потому что мобильность — это как бы вот секрет и суперсила номадической цивилизации. По сути, наше место, наша родная земля — это вот как раз то самое проявление, что очень многие рода просто перемещались и продолжали перемещаться. И часто, я говорила, это было связано с экологическими вопросами и с политическими вопросами.
И поэтому какая-то часть наших родов, она ближе так называемым, ам, как сказать, более длительное время проведших на наших земле родам. Какая-то часть, они вновь пришедшие. Например, вот мой род по отцу, они вообще айраты. И сравнительно по отношению к роду моей мамы, которые хириты, айраты намного более такие свежие, так скажем, люди, да, то есть они переместились на вот территорию Бурят-Монголии в середине XVIII века, то есть это совсем в исторических рамках монгольской империи, монгольской истории, это совсем недавно. И с этим связано с тем, что, например, опять же, да, те рода, которые ближе к современной независимой Монголии, они лингвистические и намного ближе к халх-монголам, да, то есть они даже звучат ближе и у них не возникает никаких вопросов, связанных вот с пониманием друг друга, поскольку у нас очень много диалектов. И диалекты, опять же, сами по себе диалекты связаны с тем, что люди постоянно перемещаются, и нет такого вот варианта, у нас же нет фактически исторически, не было и городской культуры. То есть у нас не было таких моментов, что мы там в течение года сидим и общаемся друг с другом, и волей-неволей люди начинают друг друга понимать, и сглаживаться начинают различия. Кто-то принимает, ну, как бы взаимное восприятие каких-то языковых форм и фонетических, соответственно, форм. Говоря о политическом измерении этого термина, я для себя все-таки считаю, что будет справедливо, если мы будем называться бурят-монголы. Будет это справедливо в связи с тем, что когда создавалось первое наше государство, собственно, оно называлось бурят-монгольской республикой, да. Вы, наверное, знаете, так как вы сказали, что вы знакомы с историей моего народа, по крайней мере, вот с недавней историей, столетней давности. В 1937 году нас разделили, нашу республику разделили, и Усть-Сердынский бурятский автономный округ появился, да, на карте, и Агинский бурятский автономный Да-да, округ. Но которые были этого оказалось ликвидированы потом. Да, этого оказалось недостаточно, и в 1958 году нас лишили части названия. И вы знаете, сама по себе формулировка, которая до сих пор остается совершенно, ну, одиозное. Написано так, что это решение было принято в рамках консолидации бурятской социалистической нации и пересмотра принципов национально-государственного строительства. При этом слово «монгольское» убрали, так как за годы, слушайте внимательно, советской власти сформировалась самостоятельная бурятская нация. Вы понимаете, то есть нам вот не просто, когда пытаясь поймать там какую-то ящерицу, ящерица сбрасывает хвост сама, нам попытались отрезать все вот по горлу буквально. То есть от нас отрезали от нашей традиции, от нашей истории, сказав, что вот за эти какие-то короткие годы, там с 22 с 21 по 58 год, это вот история формирования бурятской нации. Я думаю, что это отчасти очень важно, также не отчасти, даже в большой довольно части, очень важно отметить, что монгольское присутствие самого вот слова «монгол» в нашем названии – это наша связь с нашей историей, с нашими предками, понимаете? И эта связь цивилизационная, потому что, ну как вот, если мы не монголы, то кто мы? Откуда мы Мгм. нарисовались? Мы вот, как это обычно, да, и это просто подкармливает и подтаскивает какую-то основу для колонизации, что вот, да, какие-то дикие люди, как они, вот знаете, вот соответствуют общей колонизационной риторике, что вот они нас открыли, да, те казаки, разбойники в буквальном смысле слова, которые дошли до нашей земли и до земель других нерусских народов, да, вот наших соседей, их называли первопроходцами. Да, То есть у осваивали нас не земли, было. как они говорили. Да-да-да, да-да. Они открыли нас, вот нас не было, а потом раз мы Мгм. из воздуха появились. Но это вот к слову. Поэтому для того, чтобы восстановить связь со своей историей, своим происхождением историческим, этническим, а, политическим, естественно, мы, на мой взгляд, должны называться бурят-монголы, и поэтому я себя считаю бурят-монголкой, нацию свою считаю бурят-монгольской, и я активно всегда как-то говорю и ратую за то, чтобы наше будущее независимое евразийское государство называлось Бурят-Монголия. Но
Получается, что советская власть хотела сформировать отдельный вообще народ, отрезав его от монгольской нации. И вот такой вопрос. Насколько ваши языки, классический ваш литературный язык на сегодняшний момент, бурятский, бурят-монгольский, схож с монгольским языком? Вот вы говорите, что у халха практически нет у родах. Род, да, называется халха, получается. Ну, не совсем, это, наверное, просто, вы знаете, вот опять, да, вот вы совершенно правильно задаете вопрос, на который ответить вот, оперируя только с западными терминами, связанными с этногенезом, да, с политическим каким-то делением, с административным, я не могу. Потому что, понимаете, у нас родовая структура общества. У нас, например, даже земля никогда не принадлежала отдельному человеку, даже если этот человек хан. Земля принадлежала роду. Но нам сказали, что родоплеменное, значит, у вас вот еще дофеодальное развитие, ничего подобного. У нас принципиально по-другому формировалось и как бы цементировалось, что ли, социальные отношения, основанные на нашей собственной структуре. Да, мы называем их роды, наши рода, да. Вместе с тем, я бы, наверное, что касается халфов, я бы сказала, может быть, это скорее ближе к такому термину, как субэтнос. Мгм. Также у нас внутри бурят-монголов есть свои собственные субэтносы. Я уже назвала вот субэтнос, которому принадлежит род моей мамы, это хириты. Есть булагаты, есть хоринцы, есть хангодары, есть санголы, сартулы. Ну, у нас много есть. Также и в Монголии 28 вот таких вот субэтнических групп, одна из которых называется халх-монгол. Говоря про лингвистические отличия, опять же, они связаны с тем, с номадической природой нашего общества, да, что у нас абсолютно, ну, была такая замечательная возможность, что мы могли иметь свои диалекты. Очень есть определенный диалектический слой оригинальных слов, да, ну вот, например, там ношра по-разному называют в разных наших группах. Но дело в том, что то, что вы говорите, литературный, письменный язык, это то, что нас всегда объединяло. То есть одинаковое стандартизированное написание каждого слова, но каждая группа читала его по-своему. У кого-то они более-менее совпадали, кто-то по-другому говорил, понимаете? Но для того, чтобы, например, монголам понимать друг друга, если они на слух что-то, может быть, недопонимали, они могли прочитать текст и абсолютное стопроцентное понимание. То есть политическая нация монгольская, она была во многом тоже завязана на то, что литературный язык у нас был общий, стандартизированный, а фонетическое прочтение, да, произнесение, оно было разное. Ну, то есть вы понимаете друг друга достаточно легко. Ну, конечно, понимаем. Конечно, Мгм. понимаем. Следующий вопрос. Ну, я просто, смотрите, мне что, почему очень близко ваше, то, что вы говорите, все это близко. Почему? Потому что мы сами, башкиры, состоим из родов. У нас тоже родоплеменная структура, и мой род Юрматы, род отца, род матери Табын, то есть это достаточно такие известные, и у казахов это племя есть, род этот. И поэтому тоже у нас вот такая родоплеменная структура очень достаточно сильная. Мы помним, с какого мы... Я знаю, что буряты, бурят-монголы знают каждый свой род практически, да, и мы тоже знаем каждый свой род, откуда мы происходим. И казахи тоже вот сейчас, когда говорили казахам, что вы там уйдете в тройболизм, и вы там потеряете себя, никогда не соберетесь как нация, но они доказывают обратное абсолютно. Но дальше я бы хотел перейти уже, скажем так, к сегодняшним дням, к бурятскому национальному движению, так как вы являетесь представителем бурятского национального движения, БНД, если коротко, да, у нас тоже БНД, кстати, Башкирское национальное движение. Вот такой вопрос к вам. В последнее время вы выступаете как активистка бурятского национального движения, уже вот больше политикой, и ваши видео об этом говорят. Но как правило, с национальным движением связывают националистов. Термин такой. И если, скажем, в русском толковом словаре слово националист и вообще национализм, скажем так, трактуется как что-то негативное, ну, допустим, вот дословно, если национализм — это идеология и политика национального превосходства, ну и там далее, то
скажем, в современном социологическом словаре США и Великобритании, там говорится так, что национализм — это идеология, которая объявляет патриотизм центральной ценностью и укрепляет дух лояльности к той или иной нации. Отсюда вопрос к вам. Вы являетесь, считаете ли вы себя бурятской националисткой? Ну, давайте так, да, я совершенно с вами, согласна, что очень важно прояснять, терминологию и как мы ее понимаем, да. Я бы все-таки хотела отметить, что то определение, которое есть у понятия национализм, у политического процесса национализм, да, это все-таки оригинальное западное понятие, и мы должны опираться на оригинал. Любая копия хуже оригинала, да. И то, что пишется в русских словарях, я не думаю, что мы должны каким-то образом засорять как-то свои головы тем, что написано в русских словарях. А вы сами знаете, например, что написано о вас, о вашем народе, об М, определенных исторических моментах, связанных с историей вашего народа и моего народа. Мы этому верим, мы считаем, что для нас это имеет значение? Нет, я не думаю. И на этом же основании мы не должны читать русские словари. Оставим это дело русским, если им так хочется. Что касается национализма, на мой взгляд, вот один из таких ярких, наверное, определений. Какое-то время назад я вот прочитала и услышала от Юли Загаевой, которая написала там на своей странице в Фейсбуке, что национализм — это любовь. Для нас это и для меня, и для нее, мы в этом смысле с ней схожих взглядов придерживаемся. Это любовь к своему народу. Для меня это любовь к моей истории, любовь к моему народу, любовь к моей земле. И, ну, это так все очень глубокое, внутреннее. Это даже любовь к моей бабушке, любовь к моим родителям, понимаете? Поэтому, конечно, я себя считаю националисткой. Я всегда очень гордилась тем, что я бурят-монголка. Но я бы хотела подчеркнуть, так как мы с вами уже прояснили вопрос, связанный с Бурятией или Бурят-Монголия, все-таки Бурят-Монголия. И я себя считаю бурят-монгольской националисткой. Вы совершенно правы. Замечательно, потому что я, допустим, себя открыто всегда заявляю как башкирский националист. И мало того, те наши отцы и деды, которые после крушения Российской империи построили первую Башкирскую республику, Заки Валиди лидером был, вот в его воспоминаниях он навсегда себя говорил, что мы являемся башкирскими националистами. Поэтому то, что сейчас этот термин вот так вот, ну, очерняется со всех сторон, то есть я считаю, что это, ну, нормальные, умные люди прекрасно понимают, кто такой националист и, ну, что он под собой, что это название под собой несет. Дальше тогда вот как бы я уже хотел бы спросить, наблюдая за бурятским национальным движением, как я сказал, что я знаком с представителями бурятского национального движения здесь за рубежом, и я вот заметил как плюсы, так и минусы бурятского национального движения. Какие плюсы я считаю основные? Это то, что в бурятском национальном движении очень много представителей интеллигенции. Интеллигенции, можно сказать, элиты, наверное, да. Это, ну, допустим, если перечислять, то это профессор Владимир Хмутаев, да, это Доржа Дугаров, это Раджана Дугарова, это вы, это там Марина Ханхаваева. Ну, все равно, как бы то ни было, это достаточно известные люди в Бурятии, Бурят-Монголии. И это очень хорошо, на мой взгляд, потому что они создают ориентир. То есть, когда простой человек, бурят-монгол, видит, что вот такие люди, скажем, начинают говорить о независимости и борются за свой народ, это, ну, многого стоит. В то же время минусы, какие я бы отметил бы, это то, что достаточно небольшой, на самом деле, надо признаться, что небольшой бурятский народ с населением, ну, сколько, 400 тысяч, за рубежом разделен сразу же на несколько организаций. Там, это и РХТ, это Туузгар, Бурят-Монголия, да, вот, и это фонд «Свободной Бурятии», скажем, да, вот разделено. То есть, как вы считаете, то, что такое разделение есть у бурятского национального движения, это хорошо или плохо, на ваш взгляд? Ну, вообще, мне бы хотелось опять, раз мы уж так
М, Совершенно верно. Начинаем любую тему с того, как мы пытаемся определить, что значит тот или иной основной термин, да. Давайте вот вернемся к тому, что мы понимаем под политикой, политическим движением, да, и, собственно, политическими интересами. Вот существуют индивидуальные политические интересы, да, ну, вот, то есть самые простые: благосостояние, безопасность, карьера, да. Каждого человека это интересует и должно интересовать всегда. Существуют коллективные интересы или интересы группы, да, то есть речь об экологических интересах, правозащитных интересах, может быть, это этнические, религиозные, в зависимости от самой группы. А также вот сюда входят интересы политической партии, которые, как правило, борются за власть. И уже следующий уровень — это национальные государственные интересы, суверенитет, территориальная целостность, безопасность государства и так далее. Ну, естественно, там стратегическое экономическое развитие, технологическая, там, энергетическая безопасность и так далее. Но существуют также и частные интересы политиков, да, которые не являются, нельзя путать с интересами, политическими интересами отдельного человека, гражданина, избирателя, да. Также интересы группы — это другое политическая партия, а есть частные интересы, интересы стремления к признанию, к личной власти, к личному влиянию. И мне кажется, просто основываясь вот на этом небольшом таком экскурсе в политическую теорию, мы должны четко понимать, что люди, которые преследуют личные статусные интересы, которые пытаются использовать необходимость в деколонизации тем, что они получают какой-то политический капитал, личное влияние, личная власть, они не должны вообще быть причислены и перечислены как люди или организации, которые являются частью бурят-монгольского движения за независимость. Поэтому свободной Бурятии здесь не должно быть. И я считаю, что люди, которые продвигают какие-то свои личные интересы и являются ну, как скажем, как про них говорят, профессиональными бурят-монголами или бурят-монголками, они не могут быть причислены к бурятскому движению за независимость. Что касается наличию какой-то альтернативы вот в этом смысле, мне бы хотелось сказать, что да, это есть, это объективный факт. Хорошо это или плохо, это, ну, просто это как объективная реальность, и мы должны с этим считаться, что есть вот разные варианты. Я уже как-то делала анализ вот этого поля, да, так скажем, бурят-монгольского, и пыталась анализировать институционализированные какие-то организации. Частные есть люди, которые, как я не считаю и не являюсь частью никакого движения, да, формально там организованного, какую-то организацию, фонд и так далее. Но я себя больше считаю, наверное, ну, по крайней мере, у меня задача у моего канала — это просвещение, в том числе политическое просвещение моего народа, бурят-монгольского народа. Но это касается не только, так как у нас совпадают интересы, например, с башкирами. Мне было бы очень интересно, я считаю принципиально важным, чтобы бурят-монголы знали о башкирах, потому что у нас очень много общего, даже вот то, что вы сейчас сказали, что у вас также родовая система, что у вас есть такие внутренние какие-то группы, подгруппы, но это никаким образом не относит вас к какому-то префеодальному уровню развития. А, ну, есть альтернатива. Да, есть разные организации, в большей или меньшей степени пытающиеся представлять бурят-монгольскую нацию и пытающие выражать интересы бурят-монголов. То есть, вот, например, вы не назвали, но мне кажется, что эта организация достойна упоминания. Она не является сугубо бурят-монгольской, но она защищает интересы также и бурят-монголов. Например, это организация Indigenous of Russia, которой руководит Виктория Молодаева. Я считаю, что они занимаются как раз вот защитой интересов, и они вытаскивают всех нас из вот этого невидимого поля. Они решают очень важную задачу, чтобы люди, которые сегодня сидят в государственных каких-то организациях, парламентах, межгосударственных каких-то коалициях в Европе, понимали, что есть башкиры на свете, что есть бурят-монголы, татары, сахаи, все народы, которые сегодня пытаются как-то найти свою дорогу к независимости. Я считаю, что это важно. Что касается, например, РХТН, это очень старая организация, и у меня, я лично очень
Я лично знакома с Раджаной, и я считаю, что она сделала очень много для бурят-монголов, в целом для исторической памяти. Она очень много писала, она занималась исследованиями, она тоже является ученым, и она защищалась в Институте этнографии и антропологии, насколько я помню, в Российской академии наук. А, Но, понимаете, дело в том, что когда поляна вытаптывалась на протяжении всех этих лет, это очень сложно, наверное. Я к тому, что вот очень долгие годы никаких организаций не было, бурят-монгольских такого плана, да. То есть я говорю про Советский Союз. Это было настолько страшным табу, что наши родители, даже когда вот в 90-е, там, ну, может быть, не в 90-е, в 2000-е годы, когда вот я лично, да, начала этим интересоваться, заниматься, даже мне мое старшее поколение говорило: "А ты уверена, что ты хочешь этим заниматься? А ты уверена, что это небезопасно?" Это было связано с тем, как жестоко и страшно расправились с людьми, которые пытались построить Бурят-Монголию и сделать из нее настоящую государство бурят-монголов, где люди, мы могли бы себя чувствовать людьми прежде всего, да. Поэтому я думаю, что то, что есть альтернативные варианты, но мы будем, что называется, это, с одной стороны, это хорошо, потому что есть варианты у людей, потому что есть надежда, что хоть кто-то дойдет до финиша, да. Другое дело, что нам надо учиться договариваться, другое дело, что нам надо учиться, как сказать, поддерживать друг друга, относиться друг к другу ну, потому что у нас еще нет такой конкуренции, по большому счету. Если у нас есть одна и та же цель, и если эта цель независимость, то я думаю, что мы должны поддерживать. Даже я считаю, что я лично должна поддерживать тех же азиатов России, да. Это также национальный, так скажем, да, какой-то вот ресурс. Они создают очень много контента, связанного с историей всех наших народов и современностью, с проблемами, с которыми людьми сталкиваются. На мой взгляд, они только показывают, они не анализируют, они не делают выводов. И мне этого не хватает, когда я смотрю этот контент. Вместе с тем этот контент нужен, даже если они не считают, что нам нужна независимость. Он нужен хотя бы, чтобы создавать поле, из которого в будущем вырастут те ростки, понимание и четкого осознавания, что только независимость может нам позволить сохраниться как людям вообще и как нации. Что касается вообще, почему это происходит, мне кажется, это тоже связано с нашей историей. Это тоже связано с тем, что мы монголы, потому что вы же понимаете, что Чингисхан– это очень большое исключение из монгольской истории. Это нужно было родиться Чингисханом, чтобы у всех монголов собрать под единое начало. До этого и после этого никогда уже больше не случалось. В этом и заключается сложность политического, так скажем, собирания под свой флаг, потому что монголу, если что-то не нравится, он собирает семью, разбирает гыр свой, да, юрту, и уезжает туда, куда ему легче. Поэтому у нас всегда вот был такой плюрализм и парламентское управление. Я думаю, что у башкирам это тоже знакомо, да, что вот наш Урал– это вот место, где собираются люди, и они принимают все основные решения. И я думаю, что это отчасти с этим тоже связано, плюрализм. Пусть будет так. Другое дело, насколько КПД полезного действия, насколько мы, имея такой большой богатый выбор, так скажем, да, организаций, действительно помогаем нашим людям приблизиться к вот точке, от которой мы начнем работать всерьез над тем, чтобы стать независимым государством на территории Евразии. Ну, я вот по поводу вашего термина о бурятском национальном движении, вот вы сказали, что только те, кто борется за независимость, имеют право как бы называться бурятским национальным движением. Но у меня немножко другое видение. Я считаю, что в башкирское национальное движение входят все те организации, которые, я даже как-то делал видео, разделял их там на левых, на правых, на центристов. То есть Мгм. левые это те, которые сотрудничают с властью, но занимается этнической какой-то вот тематикой там, и есть, который защищает язык, как-то вот в этой сфере работают там, ну, и так далее.
но с властью вместе. То есть они вот такие Мгм. лояльные. Центристы есть, которые вроде бы и не согласны, но в то же время молчат. Молчат, поддерживают нас негласно. Ну, такие, знаете, вот такой есть такой лагерь, центр, можно сказать. И правые, это которые, прям которые конкретно против и выступают за независимость, более радикальное, особенно крыло. Вот. Но все вместе мы составляем башкирское национальное движение. Мгм. И, может быть, с одной стороны, я согласен, что должен быть плюрализм, должна быть какая-то конкуренция, но я считаю, что, наверное, это для большого народа в большей степени, наверное, хорошо, когда вот он большой народ, представлен там, он многочисленный, представлен различными течениями, это да. Мгм. Ну вот у нас, в принципе, мы не маленький народ, у нас 1,5 миллиона, но я считаю, что хорошо, что у нас пока такой вот один комитет Башкирского национального движения за рубежом, который находится за рубежом и борется за независимость, и других каких-либо вот таких нету. Вот у чеченцев очень много, я знаю, тоже различных организаций, которые между собой конкурируют. Ну ладно, Да. вот по поводу, кстати, хотел заметить по поводу Чингисхана, то, что действительно от Чингисхана много осталось башкирам. И есть предание, что именно Чингисхан раздал, когда мы воевали с Чингисханом, надо признаться, там 14 лет воевали. Потом мы заключили с ним соглашение, вошли в его империю. И Ну, не Чингисхан, лично с Чингисханом вы воевали, вы ну так да, говорите, да, как будто себе может представить, что стоит Чингисхан, а с ним ну, бьются я думаю, что воины все поняли, башкорты. наверное, да, что воевали с войсками Чингисхана, Да. там особенно Батыхана. Вот. И Мгм. потом мы вошли. И в дальнейшем уже наши башкиры участвовали уже в заграничном походе, то есть на запад, в войсках Мгм. Батухана. Вот. И вот у нас много осталось от Чингисхана, и Курултай остался вот с тех времен, то есть когда мы решаем все на Курултай. Точно так же у нас земля принадлежит роду, не может принадлежать Да. главе рода, бию, там, да, вот, а именно вот всему, и Мгм. как Мгм. решает народ. И даже когда у нас в истории мы, башкиры, когда мы, ну, скажем, вошли в состав этой империи, какая-то часть там подписала соглашение, союзное, кстати, это надо сразу подчеркнуть, потому что многие думают, что мы вот там попросились нас принять. Нет, был заключен равноправный союз, который почему-то русские посчитали, что вот они имеют право там перечеркнуть и над нами властвовать. Ну, в общем, как бы то ни было, у нас сохранилось вотчинное право. Вотчинное право, и когда, допустим, продавали башкиры землю по тем или иным обстоятельствам, должны были подпись поставить «Тамга», который, кстати, тоже Чингисхан всем раздал, тамги нашим родам. Должны были все Но давайте именно не будем поставить. говорить Чингисхан, все-таки давайте будем говорить, что монголы. Ну, управление, Потому что да, то есть просто это у нас в преданиях так осталось, что вот Чингисхан там раздал и так далее. Ну, это просто я, да, согласен, конечно же, вы правы. Ну, смотрите, давайте перейдем тогда дальше к современности, к нашей, и Мгм. поговорим про ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы. Вот Парламентская ассамблея Совета Европы была сформирована российская демократическая площадка, где присутствуют представители российской оппозиции, также выделили квоту для коренных народов России. И вот в общей, скажем так, платформе российской есть два бурята. Первый это Наталья Арно, то есть, ну, кто-то как-то может к ней относиться, там, кто-то говорит, что она там и не считает себя буряткой, но я думаю, что она все-таки считает себя буряткой. А вы И почему так думаете? Вы с ней разговаривали на эту тему? нет, не разговаривал, но везде А они так почему? пишут, Нет, что она я считаю, что бурятка. это неправильно, когда мы за каких-то людей решаем, если у нас не было личного опыта общения с человеком. Ну, как бы, мы же не можем лишать человека agency, да? Вот я не могу сказать за вас, что вот мне показалось, что Руслан думает, вот, Не, я что это читал желтое, а интервью, я я думаю, что читал это... интервью, где как бы о ней говорили как о бурятке. Вот. Ну, все-таки давайте будем, как бы я просто с человеком лично знакома, и я могу Ага. сказать, что это очень, кстати говоря, очень справедливое замечание, что из моего личного опыта человек постоянно подчеркивает, что ее воспитывала русская бабка. Ну, как бы, насколько это важно, я думаю, я понимаю, откуда растут ноги у таких вещей, это просто интернализированный расизм, и действительно, на мой взгляд,
ну, как бы, понимаете, дело здесь не в этнической, не в крови так называемой, да, а дело в том, кем ты себя искренне считаешь. И я Конечно, все-таки, согласен. я бы все-таки, знаете, как раз здесь речь идет о так называемая профессиональная бурятка. Вы, наверное, слышали такой, да, вот термин, такую Да-да-да. терминологию. И это все это вообще вся эта очень такая печальная история началась еще со времен коренизации, когда были обезглавлены все республики, они были просто обескровлены в смысле чистых каких-то, знаете, таких вот людей были патриоты, которые, ну, сердцем болели за свой народ. В вашем народе такие были, и они были убиты. У Конечно. моего народа были такие люди, яркие, умнейшие. Понимаете, это вот люди, которых не интересовали материальные какие-то стороны того, что они будут во власти. Они столько сделали для своего народа, даже несмотря на то, что их расстреляли большую часть в довольно молодые годы, да, в годы какой-то вот зрелости, там, интеллектуальной, да, человеческой. Поэтому вот и с тех пор началась коренизация. Вы понимаете, что коренизация – это так называемый вот, и был такой университет, Коммунистический университет народов Востока, КУТВ, при Сталине еще, да, организован, где промывали мозги людям. И из них делали так называемую новую элиту. Да-да. Их брали по принципу, так сказать, представительства, так, рабочий класс, там как бы крестьяне. У нас как бы и не крестьян, по большому счету, ни пролетариата не было. Ну, не было у нас, потому что мы иначе совершенно ведем свою экономику. У нас земля такая, какая она есть, и она диктует нам, как можно нам прокормить свой народ, да. Если у нас степи и горы, то мы как бы кормим тем, что мы кочевники, и никто у нас из голода не умирал никогда в Монголии, и в Бурят-Монголии в том числе. И я хочу сказать, что вот этих людей, которых сделали так называемые новые элиты, эти люди были полностью обязаны советской власти всем, что у них было. Вот то, что положение какое, образование они получили, абсолютно, они были карманные, профессиональные буряты, бурят-монголы, татары, башкиры, саха и так далее. И, к сожалению, в дальнейшем дальше все это продвигалось, и такая, знаете, негативная, отрицательная селекция. И многие люди, у них не хватает политического воображения, чтобы понять, что они могут иметь собственную голову и собственные цели. Даже если эти цели вот на 360 градусов расходятся с тем, что им говорит там их начальник. Я не считаю этого человека, Наталью Будаева, да, вот как она по второму мужу, Мгм. она Арно, да, я не считаю, что она бурятка, я считаю, что она манкурт, и я не считаю, что в ПАСЕ есть два бурята. Что касается Батлая, я бы тоже не стала навешивать на него такое вот, знаете, совершенно весомое, очевидно, абсолютно не по силам такое ответственное определение представитель бурятского народа в ПАСЕ, бурят-монгольского народа в ПАСЕ. Понимаете, представителем может быть только выбранный человек. И выбранный по определенным принципам, да, если мы принимаем там демократию, то мы должны голосовать, и должно быть там определенное квалифицированное большинство, или, там, от количества принявших участие или от общего количества, там, в зависимости от того, как парламент это построит, да, поструктурирует эти выборы. Поэтому я думаю, что сегодня может речь идти только о том, что в ПАСЕ, а, ну, как бы есть бурят-монгол. Да, Вот я как Батлай, раз он бурят-монгол. И чтобы от него я ожидала, я и как бы я считаю, что другие люди, прежде всего голос. Подождите, Марина. Да, Я вот как раз не закончил вопрос просто и хотел вот продолжить, чтобы и вот вы как да-да-да. раз скажете. Я как раз и действительно, я не говорю, что они представители от бурят-монгольского народа, потому что действительно Мгм. там не было никакого представительства, не было никакой выбранности, Да, просто назначали. Но как бы то ни было, Наталья Будаева, она имеет какое-то отношение к бурят-монгольскому народу, уже Василий Матенов, он непосредственно бурят-монгол. Так вот, они сделали заявление, первое заявление, и там был такой пункт, хотел бы я вот прочитать дословно. Отказ да. от имперских практик и подавление прав коренных народов и регионов. Признание истории колонизации является неотъемлемой частью ее демократического перехода и становления России
как государства, основанного на уважении прав человека и принципах добрососедских отношений с другими странами. Вот в этом пункте нету ни слова о независимости, нет ни слова о действительно там то, о чем, в принципе, борется, за что борется бурятское национальное движение и другие вообще национальные движения наших народов. Ни слова о независимости нету, и ни слова о федерации даже нет. Они даже слово говорят о просто России, как России сразу. И вот что вы ждете от вот не представителей, а от тех людей, которые находятся в ПАСЕ, являясь бурят-монголами? Ну, Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не считаю Будаеву Арно бурят-монголкой. ну Я хорошо, давайте подчеркиваю, я остановимся, да, да, настаиваю на этом. да, Да. хорошо. Остановимся на Василии. Что касается вы считаете, что, ну, вы очень высказались четко, что вы думаете, что любые организации, все организации, которые так или иначе занимаются, ну, может быть, просвещением, да, создают какой-то контент, который Активизмом, да. активизм, да, но, понимаете, вот, например, я так, судя по тому, я же не являюсь частью вот этой организации, я имею в виду Азиата России, да. Я просто, как и все другие люди, время от времени смотрю, что они пишут, читаю, что-то мне интересно, что-то мне не очень интересно, как и любому другому человеку. Но я, честно говоря, не считаю, что это какая-то прямо уж такая вот политическая работа. И я не слышала никогда от Батлая Матенова, чтобы он высказывался за независимость Бурят-Монголии, поэтому мне кажется, что это все-таки слишком натянуто говорить, что в ПАСЕ сегодня есть хоть кто-то, кто представляет бурят-монгольское национальное движение за независимость. Я думаю, что это не совсем так. Что касается, что вот есть конкретно человек, который бурят-монгол, да, Батлай. Я говорю еще раз, что я лично ожидаю, что у него будет голос. Мне бы хотелось, чтобы у него был голос, было свое личное мнение какое-то, но пока этого не слышно. Что касается вот то, что вы засчитали, ну это серьезно. Это говорит страна, мы должны остаться в стране. Вы понимаете, это как, знаете, абьюзивное отношение. То есть человека били-били, да, над ним издевались, его лишали ресурсов, его физически просто уродовали, да, и этот же человек предлагает мне сегодня: о, давайте вот все построим, все будет хорошо. Вот это серьезно было бы с моей стороны продолжать вот жить. Но сколько можно уже верить этим людям? Я не думаю, что это вообще имеет какой-то, что вообще на это стоит внимание обращать. Нет, конечно, ничего об этом не будет. И даже если бы они сказали, что это будет федерация, даже если бы они сказали, что вот мы придем к власти, и завтра же вы получите независимость, я бы даже в этом случае им не верила, потому что, ну, это абсолютно, ну, это же не так, потому что, понимаете, для того, чтобы у ваших слов была сила, и люди верили тому, что вы говорите, вы не должны врать последние там хотя бы 10 лет. Я уже не говорю, что желательно вообще не врать, да? Вы не должны врать и обманывать, и уничтожать людей других просто потому, что вот такая форма глаз или такого происхождения, или потому, что вы говорите на башкирском языке. Это, то есть, понимаете, уничтожает людей за то, в чем, собственно, у них не было выбора. Вы же не выбирали родиться башкиром, так же, как и я не выбирала родиться бурят-монголкой. Но мы с вами родились, мы любим своих родителей, свою семью, свой народ, потому что мы нормальные люди. Убивать нас за это, ну это же расизм чистый, правильно? Верить расисту, который вдруг, что случилось-то? Что случилось? Почему вдруг они стали об этом, они стали с нами разговаривать вообще? Вы же понимаете, что вот новые русские или, ой, извините, как они? Хорошие Хорошая. русские, так называемые, Да, да, да? да. Они же с нами не разговаривают, как с людьми, вот вне ПАСЕ, например. В ПАСЕ это бы имело смысл говорить о том, что там есть что бы то ни было, если бы этот разговор между так называемыми хорошими русскими и нами начался бы до ПАСЕ, да? Наверное, если бы были бы попытки наладить какой-то диалог.
разговаривать с представителями не только такими комфортными, как, например, там азиаты России, которые никогда не говорили о том, что они выступают за независимость какой-либо республики, или с так называемой профессиональной бурят-монголкой, да, как вы говорите, что вы так видели, что с ней брали интервью как. А что этот человек сделал для Бурят-Монголии? Кого этот человек защитил? Вообще, какие были какие-то вот строки биографии, которые предполагают, что этот человек действительно не только говорит, что он себя считает бурят-монголой, монголом, монголкой, да, но и действительно делал что-то на эту тему, я не знаю. Мне кажется, что Ну, это я совершенно наивно. согласен с вами абсолютно. И, кстати, вот вы упомянули про видео, я это видео несколько раз пересмотрел, как оно называется, «Бурят-монголы против империи». Да, вот вы там, кстати, очень четко сказали по поводу того, что хорошие русские, которые пытаются украсить свой фасад нерусскими лицами, чтобы создать впечатление мнимого этнического представительства в том или ином проекте. Как раз вот здесь очень четко, и это же было до вот это вот до того, как сформировалась вот эта вот площадка в ПАСЕ. И вот Да. вы прям четко об этом сказали. Согласен с вами здесь. И, кстати, ну вы, наверное, знаете, что ПАСЕ в своей резолюции, когда она говорила о создании вот этой вот платформы, она сказала о том, что со временем, то есть в течение вот этого уже нового года, 2026, будет создана отдельная площадка уже для Мгм. коренных народов. То есть та вот эта площадка, которая сейчас есть, и там, где квоты выделены для коренных народов, она пока, скажем так, такая временная. И потом Мгм. будет создана отдельная площадка, куда войдут представители всех народов. Я надеюсь Мгм. на это, что всех народов. А там уже будет чисто такая вот хорошая русская. Вот. И наш комитет Башкирского национального движения за рубежом, мы входим в Лигу свободных наций. И Лига свободных наций, мы сделали заявление о том, что мы не будем участвовать вот в нынешней платформе, потому что мы себя Мгм. не относим к российской оппозиции, никакую там прекрасную Россию будущего мы не собираемся строить, и не Да, признаем мы границы России да. в том виде, какой она сейчас есть, поэтому мы будем, скажем, ждать, когда создастся такая вот отдельная площадка для нас, и там уже мы будем доносить свой голос. А то, что сейчас вот эти вот представители коренных народов, которые там сейчас есть, то, что они попали, и вот уже по первым заявлениям, ну, скажем, уже можно сделать выводы, что ничего хорошего из этого не выйдет. Дальше я хотел бы Да, это на перейти. самом деле, это же продолжение той же самой, понимаете, коренизации, когда сначала этим людям в этом КУТ промывали мозги, то есть из них делали так называемых представителей советской бурятской нации, ну, в нашем случае, да. Да-да. Потом эти же люди сидели и голосовали, как, знаете, как какие-то собачки, тренированные в цирковые, поднимали лапки, голосуя за тот или иной закон, который поэтапно уничтожал нашу историю, культуру и как бы все достижения, которые были, собственно, связаны именно с тем, что они продвигали, просто они делали нас заметными на вот той части земли, на которую мы исторически появились, да. То есть мы после русской колонизации мы наконец-то получали возможность решать самим, как нам жить, с кем нам жить, как развивать свою культуру, язык, там, как воспитывать детей и так далее. Понимаете, дело в том, что и это все продолжается. И вот это ПАСЕ — это вот то, о чем, собственно, сегодня пишет Батыко Сагсымбекова. Очень известная, замечательная исследовательница из Казахстана. Она как Да-да-да. раз пишет вот о коренизации, как о способе просто вот этого, вы знаете, как в первых рядах, просто то, что вы зачитали, вот эту фразу, ну, буквально, да, они играют там роль марионеток, чтобы никто не мог формально, по формальному признаку сказать, ну как же, ну вот же вот, вот есть ваши представители, ну вот все вопросы к ним. Но, понимаете, дело в том, что в таком случае мы, ну, как бы это какой-то двойной расизм. То есть, если у тебя лицо бурят-монгольское, то все, ты вот абсолютно бурят-монгол и так далее. Но это же не так. Но это же не так.
Ведь речь идет же не о внешности, да, не о форме глаз, там, ушей, рук, носа. Все-таки мы же люди. Речь же идет о нашей душе, о нашем сознании, кем мы себя считаем. Если мы действительно считаем себя бурят-монголами, то мы должны вести себя и жить так, как мы вот любим свой народ, свою семью, свою землю. А если человек, у которого лицо бурятское, бурят-монгольское, но при этом он предатель и манкурт, ну, извините, все что угодно, он не бурят-монгол. И он не имеет права а, подписывать какие-то бумаги, делая вид, что мой народ или один из представителей моего народа что-то там подписал. И поэтому я должна продолжать жить в состоянии колонизированности, да? И я должна в состоянии вот продолжать жить, что я не могу сегодня вернуться на свою родную землю и посетить могилу своих родителей. Согласен с вами полностью. Сейчас бы как бы я хотел перейти к будущему. Вот вы говорите о Бурят-Монголии именно как о будущем независимом государстве. То есть только так и по-другому никак. Я с вами полностью согласен, я это полностью поддерживаю, двумя руками за. Но есть очень существенный вопрос, русский вопрос. Дело в том, что в Бурятии по переписи, по последней переписи 2021 года, бурят 300 тысяч, из которых, или 30,6%. Ну, давайте скажем так, я знаю, что можно по-разному относиться к сегодняшней переписи, которая проходит в России, но опираться нам не на что, будем опираться на эти цифры. 30,6% бурят. Мгм. Бурят-монгол, и русских 581 тысяча или 59,4, почти 60%, то есть в 2 раза больше. Мгм. Да, численность бурят-монгол постепенно растет, но очень медленно. Численность русских постепенно падает, но тоже очень медленно. И учитывая, что вот русское общество, оно, ну, надо признаться честно, оно заражено вот таким имперством, чувством такого превосходства и пренебрежением к другим нациям. И в основном, и надо тоже признаться, что в основном русское население, оно против независимости национальных республик. Я не знаю, как в Бурят-Монголии, но я могу судить по своей республике. Я не думаю, что у вас как-то по-другому, учитывая тем более, что такой большой процент русского населения. Вот как вы видите получение независимости Бурят-Монголии при таком количестве русского населения? Вот вы говорите о создании бурятской политической нации. Но насколько я знаю, что бурятская политическая нация может состояться, ну это мое мнение, еще раз скажу, что бурятская, вообще любая политическая нация, мы тоже говорим о башкирской политической нации, и я вам отправлял свой проект. Я считаю, что любая политическая нация может состояться только тогда, когда коренного населения, автохтонного народа большинство. Большинство, а русское население меньшинство. Вот в этом случае может состояться политическая нация. Ну, как у казахов. У казахов там по переписи 1989 года их было 39%. Русскоязычного населения, то есть русских, украинцев, немцев, там, белорусов, было 51%. За время независимости, ну да, им упала независимость, это надо признаться, с распадом СССР. Сейчас они переломили ситуацию, и их 71% русских, всего русскоязычного населения вместе там с разными нациями 18%. Сейчас, да, русские в Казахстане признают себя представителями казахской политической нации, ну, казахстанцами, скажем так. Вот Да. я не верю в то, что русские будут считать себя представителем бурятской политической нации. Как в этом случае, скажем так, приобрести независимость, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, конечно, это очень существенный фактор, и, естественно, для того, чтобы а, построить бурятскую политическую нацию, мы не можем это не учитывать. Вместе с тем, я бы не стала преувеличивать важность количественного аспекта в данном случае, потому что качественный аспект намного важнее. Вы знаете, при любых революциях, вы же, наверное, я не знаю, ну, наверное, помните 90-е годы, да? Да, Ну, если не конечно. помните, то что-то читали, Я смотрели, да. 79-го года рождения, поэтому я помню.
Да, ну вот помните прекрасно. Вы же помните, что вот, распадался Советский Союз, да, принимались какие-то решения, которые, ну, люди буквально там, Нурсултан Абишевич, как вы сейчас про казахов вспомнили, он в буквальном смысле сидел, на диване и с телевизора узнал, что он теперь руководит независимым государством. А, Понимаете, когда это происходило, люди продолжали, ездить на работу, водить детей в детский сад, трамваи все те же ходили по тем же маршрутам. Дело в том, что революцию не делают, народ. И то, что, большевики за годы советской власти пытались людям внушить, что якобы это народная революция, да, нужно же было как-то легитимизировать, да, это, что это вот, что это пролетариат и крестьянство восстало, и они вышли и добились. Но это же мы же понимаем, что это не так. Да-да, Мы же конечно. понимаем, что это на Все самом происходило в деле верхах. и да, и сколько денег немцы дали, например, да, тем же большевикам, как, другие государства повлияли или не повлияли, там, введя или не введя какую-то войну там, или помощь оказывая или не оказывая. Мы прекрасно понимаем, что, а, намного большее влияние, например, те же немецкие деньги сыграли, да, чем воля какого-то там, даже там 10 000 там каких-то людей, которые были, собственно, частью Русской империи, да, Российской империи. Поэтому мне бы хотелось, понимаете, дело в том, что вот, а, революции совершаются элитой. Революции совершаются людьми, которые знают, что делать, когда делать и как делать. А то, что большинство, оно пассивно, хорошо, плохо, сейчас не об этом речь, а это на самом деле просто это факт. Что большинство пассивное, и большинство идет за меньшинством, за людьми, которые, в состоянии взять власть. Так ведь? Да. И просто дело в том, что я думаю, что, несмотря на то, что, вы сказали, что вот им упала независимость, может быть, и нам так упадет эта независимость. Мне бы хотелось, честно говоря, положа руку на сердце, мне бы хотелось, чтобы именно такой сценарий был. Чтобы, Всем так Россия хочется, если настолько честно, всем. всем хочется, все просто спят и видят, что называется, да, что вот и произойдет именно так. Но, как многие, вот, например, рассуждая на эту тему, мы какие-то разговоры между собой ведем, многие считают, что, русские продолжат уезжать из Республики Бурят-Монголия. На самом деле это одна из сильнейших миграционных тенденций на сегодняшний день, и это началось уже давно. Огромное количество русских и так называемых русскоязычных, да, то есть там люди, которые говорят по-русски, но они там этнически не причисляют себя к русской нации, да, они уезжают из Республики Бурятия. И они продолжат дальше уезжать. И на самом деле независимость это же не какой-то рай наступит на земле. Очень большое количество людей уедут. Естественно, уедут те, которые, как вы считаете, вот они там имперцы, они вот считают, что вот им это принципиально важно. Но им также важно будет, если они не хотят соглашаться с тем, что они видят, если они не захотят выучить там бурятский язык хотя бы на каком-то элементарном уровне, они потихоньку будут уезжать. А если в Бурят-Монголии мы сможем создать условия, которые будут приемлемым для человека, для любого просто человека, да, который хочет, иметь семью, растить детей, иметь какую-то работу, жить хорошо, безопасно, то, люди, в том числе и русские, будут оставаться. И, опять же, да, они будут поставлены перед выбором, они должны будут, потихоньку как бы трансформироваться в тех людей, которые, в конце концов должны будут стать членами бурят-монгольской политической нации. Очень сложно сказать, понимаете, само по себе то, что, сегодня, на сегодняшний момент, русские составляют, как вы считаете, ну или как там посчитали люди, которые занимались переписью, да, 60%. Я думаю, что это завышенная цифра, но это не принципиально, даже если их 50% сейчас. По моим ощущениям, это ближе к реальности, их где-то примерно 50%. Даже если это так. Понимаете, дело в том, что это же ведь не, люди, которые, имеют, буквально под столом, хранят альтернативный такой, знаете, конспект, русской Бурят-Монголии. Что вот они готовы, что у них есть определенные идеи, что у них есть, какой-то костяк, у них есть определенная какой-то там, группа людей, которые могут брейнстормить там и решать какие-то задачи конкретные, да, там.
быстренько поставить правительство, принять какие-то определенные законы, конституцию. Это же не так. И речь не идет только о количественном факторе. На мой взгляд, намного более важнее то, что вы сказали. Я совершенно с вами согласна. Просто вот как-то мы закончили разговор о вот этой пестрости бурят-монгольского национального движения тем, что вот столько разных вариантов. Я сказала о том, что хорошо, что есть какая-то альтернатива и так далее. На самом деле у нас очень остро ощущается недостаток лидера. У нас нет лидера. У нас нет пока человека, вокруг которого могли бы объединиться все силы, которые желают и хотят видеть нашу землю свободной. И это очень серьезная большая проблема. Но пока тот факт, что этого лидера пока нет, еще не значит, что его не будет никогда. И мне кажется, что дело в том, что, вы понимаете, всякому совершенству, как мой любимый Оскар Уайлд писал, а, предшествует упражнение. Мы раньше никогда не занимались политикой. Я вот в свое время занималась политической журналистикой и последние годы была политическим обозревателем по Центральной Азии. И что касается, например, Казахстана, тоже бывала много раз в Казахстане, писала о политических процессах. И помню, мне люди рассказывали, как было сложно казахам просто заполнить свои посольства людьми. У них не хватало людей, которые могли бы стать послами в разных странах. Причем речь не шла о том, чтобы во все маленькие государства отправить своих представителей. А в такие стратегические посты у них не хватало людей. Учителя, школьные учителя становились послами в буквальном смысле слова. Мы не можем этого допустить. Нам нужно заниматься тем, что мы сегодня должны учиться заниматься политикой, ставить перед собой политические цели, заниматься представительством, лоббированием, превращать нас из невидимых людей, из невидимых народов в видимые народы. А что касается, вот вы сказали, мне очень приятно, что вы отметили, что подавляющее большинство людей, кто сегодня представляет бурят-монголов ну, каких-то организациях в Европе, в Америке, это люди образованные, как правило, с учеными степенями. Ну да, просто понимаете, дело в том, что видите, как перебили, вот сделали боевых бурят, попытались повесить бучу на нас, да, и превратить в нас в каких-то вот варваров, таких, знаете, ужасных каких-то зверей, которые совершают военные преступления, какие-то абсолютно нищие, оборванные там люди с недостатком, да, интеллектуального развития, мягко говоря. На самом деле же это тоже ложь, и это неправда. Ну, После это развала Советского российские Союза нарративы такие, нет, я бы конечно. хотела все-таки поделиться этим фактом, да, потому что факт есть факт. У нас, конечно, естественно, это неправда не про один народ, но я все равно факты, это тоже очень важная часть выстраивания правильных нарративов. После развала Советского Союза, после того, как евреи в очень большом количестве эмигрировали, да, и больше целыми волнами уезжали люди, возвращались в Израиль или в Европу, там, в Америку. Армяне стали своим независимым государством, буряты заняли третье место. И очень долго мы удерживали это место не просто по количеству людей с высшим образованием, а это было место с количеством людей с ученой степенью на душу населения. И для нас это было связано с тем, что не потому, что мы там умнее башкиров, например, это отчасти было связано с тем, что буддизм – это книжная религия. Буддизм – это книжная религия, и издревле любое образование, которое наши бурят-монголы получали, это не исключало их из комьюнити. В отличие от, например, от мусульманских интеллектуалов, которые, чтобы оставаться частью комьюнити, они должны были получать классическое мусульманское образование. Они должны были учиться в медресе и далее там следовать по этим этапам. У нас на самом деле буддизм – книжная религия, у нас старые люди до сих пор, ты им даришь книгу какую-то, просто книгу, как не связанную с религиозным учением. Они берут двумя руками и прислоняются лбом к этой книге. То есть, понимаете, вот у нас это такая вот способ был, знаете, попытка сохранить себя, это попытка такая выживания народа, что мы очень серьезно инвестировали в образование. У нас даже вот в 2000 году шутка была такая в Москве. Когда кто-нибудь получал там степень, да, становился кандидатом наук, например, мы говорили, ну, мы тебя поздравляем, ты стал настоящим бурят-монголом. Да.
Да, я тоже об этом, конечно же, знал, что буряты занимают лидирующие позиции среди других народов России по как процентном соотношении, которые получили высшее образование. Это, ну, еще раз говорю, те, которые вешают различные ярлыки на наши народы, они мало знают о наших народах, действительно. Мгм. Но все равно, как смотрите, я согласен, что с тем, что будут уезжать. Будет уезжать огромное количество людей. Также будут, Да. так как будет в стране большая смута, на мой взгляд, и начнутся какие-то конфликты межнациональные и так далее, и Подождите, какие представители конфликты начнутся межнациональные? О чем вы при говорите? ну, смотрите, я считаю, что когда в стране большая смута, в любом случае, возможно, могут вот те же самые, в первую очередь, русские. Я не считаю, что русские это какой-то, проговорят, когда про него, что это вот там очень такой пассивный народ. Это очень агрессивный народ, на самом деле. Очень агрессивный народ, который, он достаточно активный, и их много. Их много, поэтому я думаю, что они будут пытаться реваншистски вернуть нас всех, соответственно. Ну, Мгм. давайте честно признаем, что когда распадался Советский Союз, русские старались устроить конфликты тоже в некоторых частях, там Приднестровье условно. Это Вот, очень... я совершенно с вами согласна, Руслан. Именно таким образом нужно формулировать эту мысль. Русские все время занимались тем, что они разжигали межнациональные Да, конфликты. вот, и я Я продолжу. считаю, что это неправильно употреблять это абсолютно в таком, знаете, как бы без деятеля, да, вот, то есть предложение, в котором нет субъекта. Якобы конфликты сами с собой разжигаются, да, начнутся Ну, нет, конфликты, нет, какие конечно. конфликты. Да, Нет, нет, нет. да, вот я вот, Русские будут да, это да, делать, я с вами согласна. И в данном случае, конечно, нужно особое внимание уделять какому-то организованному, возможности организованного сопротивления. И в данном случае больше всего у меня тревогу вызывают такие организации, как русская община. да. Меня Вот вызывает огромную тревогу вот такие организации. они уже Но, опять заявили, же, они уже заявили о том, что в случае, мгм. если будет какая-то революция, они будут на стороне власти и подавлять любые выступления. Они Ну, это значит, сказали. совершенно верно. Значит, все а, движения, все силы, которые будут пытаться выстроить и построить государство и обрести независимость в своих республиках, в первую очередь должны для себя решить вопрос, как им необходимо и можно обезвредить эту русскую общину. И Естественно, с этого надо начинать. вот как раз по этому поводу ну, я так размышлял иногда, да, вот, ну, условно, а, как можно было бы безболезненно вот в условиях вот какого-то хаоса и большой смуты действительно спасти независимость бурят Монголии, сохранить в большей степени свой народ. Почему? Потому что, смотрите, я живу в Литве, я очень часто общаюсь с литовцами, так как я историк по образованию, тоже интересуюсь историей вообще Мгм. национального движения литовского. Но Да-да-да. я вижу, что русские, которые здесь проживают, их не так много, их осталось там что-то около 5-7% всего, но их было больше Да. раньше. Но даже они все равно во многой степени, живя в Европе, в Евросоюзе, могут путешествовать по всему Евросоюзу спокойно, Да. хорошие заработки и так далее. Они до сих пор как бы недовольны тем, что Литва является независимым государством. Они до сих пор поддерживают Путина во многом. И я вот про себя говорю, что вот люди прожили 35 лет в независимом, хорошем государстве, относительно спокойном, благополучном, и они до сих пор Да. являются ватниками. Сколько мы будем бороться с такими ватниками у нас? Это мало того, что отдельно русские, это отдельно, плюс еще в своем народе сколько таких ватников будет. То Да. есть это очень сложный процесс. И здесь я как бы вот так размышляя, когда думал, что вот какой способ я бы вот, возможно, предложил бы бурятскому народу, я, конечно, это так, мое чисто мнение, но у вас есть рядом родственное независимое государство Монголия, Да. который, я считаю, что ваш самый важнейший союзник. И, возможно, я бы, будучи условно представим, что я лидер бурятского народа, как бы вот и как мне были бы дозволено принимать решения, я бы, наверное, принял бы решение присоединиться к Монголии на условно 30-50 лет, ну, с какой-то сперва хотя бы там, допустим, автономной республикой, и тем самым войти в систему, то есть монгольскую систему полностью, то есть и образование, и то есть вся политическая система, чтобы вот просто монголы, хлынув
в Бурят-Монголию, скажем так, закрыли весь этот русский вопрос. А потом, через условно 30-50 лет, когда будет сформирована политическая, то есть бурят-монголы, когда уже получат образование на чистейшем бурят-монгольском языке, закроет все сферы жизнедеятельности Бурят-Монголии, начиная там юриспруденция, медицина, инженеры и так далее, там политики на Я своем языке поняла будут вашу говорить. мысль, да. Вот только тогда как бы уже решать вопрос отделяться, быть с отдельной страной или оставаться дальше с Монголией. Вот как вы Вы прокомментируете это? рассказали, знаете, такой вот этот, что вы предлагаете Монголии создать такой вот монгольский инкубатор по производству, а, я не знаю даже, как это сказать, монголоидов своего рода, да, каких-то вот монголов, которые такие замечательные, говорят на родном языке, Они бы дали обладают защиту, они бы сознанием и дали так далее. защиту, своими войсками даже дали бы защиту Вы вам. знаете, дело в том, что я 5 семестров преподавала в Монгольском государственном университете. У меня было время, чтобы понаблюдать, пообщаться с очень интересными, монголами, с очень интересными бурятскими монголами, да, потому что вы знаете, наверное, что на территории, Монголии проживают, наши буряты, Да-да. и, ну, довольно заметную роль они играют и в политической, и экономической, и там социальной, во всех сферах жизни государства. Мы, очень близки, мы исторически, этнически, культурно, и так далее, мы очень близки, но мы другой народ. И это вот, как бы вот наше свойство, это связано с тем, что мы прожили в оккупации, и, конечно же, серьезно, очень это повлияло на сегодняшнее состояние самосознания бурят-монгольского народа. Я не считаю, что для того, чтобы вот получить всю ту поддержку, о которой вы говорите, нам нужно стать частью Монголии. Нет, я так не считаю. Просто, понимаете, мы же живем в современном мире. Если у нас не будет вот такой вот ситуации, когда мы должны будем умирать за свою независимость, то все, о чем вы говорите, мы, конечно же, можем просто решить на уровне законодательном. Ну, например, вот мне один из первых вопросов, вот это поражение, вот как сказать, шок определенный, да, от того, насколько ужасной и странной Монголию рисуют для самих, вот, например, для бурят-монголов, для России, да. Я как-то занималась тем, что вот делала исследования о том, как Монголия изображается в русской прессе. И пришла к этому выводу, вот, что рисуют что-то совершенно невероятное, совершенно дикое, совершенно странное, ну и очень эпизодически, естественно. Но на самом деле, просто, например, отменяя какие-то тарифы. В какой-то момент, я помню, разница в цене мяса была 5 раз. Представляете, то есть в Монголии вот за килограмм того же мяса, того же сорта, того же качества просили в 5 раз дешевле. То есть даже если бы государство, сказало: "Ну хорошо, 300%, да, от этого я буду оставлять в своем кармане, в бюджете, а 200% вот я дам людям возможность торговать", чтобы на эти 200% могли подняться несколько бизнесов, да, в Бурятии и в Монголии, соответственно. Они не хотят этого делать категорически. То есть даже вот просто принимая законы, которые, будут способствовать кооперации, способствовать международной торговле, это уже само собой, естественным способом, без создания каких-то странных инкубаторов, будет превращать в общее экономическое пространство, создавать его, да, и чтобы оно было, знаете, как вот кровь начинает, вот, вот бываете, вот как бы, знаете, Бурят-Монголия, Северная Монголия, она как, знаете, вот нога, которая затекла из-за русской колонизации, и она не может двигаться, вот на нее невозможно Жгут наступать. наложен, русский жгут наложен. Да, жгут наложен, там кровь не бежит, она еле-еле там каким-то там, едва-едва на последних, как сказать, каких-то парах пытается еще жить и не отвалиться совсем. А здесь мы просто снимаем этот жгут, и начинает восстанавливаться весь кровопоток, да, там все торговля, все отношения, человеческие отношения, культурные отношения. Я не думаю, что нам нужно создавать какой-то такой инкубатор. Безусловно, и более того, нам, как и самой Монголии, вот в Монголии принцип монгольской государственной международной политики –
Это вечная такая вот поиска третьего соседа. Поскольку, ну, Монголия такая классическая сэндвич country, да, зажатая между Россией и Китаем, главный принцип их международной политики – это кооперация с другими странами, которые как бы на этот момент становятся политическим партнером, экономическим партнером и так далее. То есть у них очень хорошие отношения с ЕС, у них хорошие отношения с Америкой, с Канадой, с Японией, с Кореей, да, ну и со всеми другими странами, с кем они занимаются кооперацией, чтобы сбалансировать вот это давление от этих больших государств-соседей. То же самое, поэтому я не думаю, несмотря при всей нашей любви к Монголии, естественно, тяге, желанию находиться там, и в культурном смысле для нас это очень приятно быть в Уlan-Баторе, даже просто не обязательно в столицу, мы можем и в Худон поехать, да, в сельскую местность, и там посмотреть что-то. Нам всегда это очень интересно, это близко, это очень все родное. Но мы также должны выстраивать отношения с Саха. Для нас это очень принципиальный, серьезный вопрос – выстраивать отношения с Саха, потому что они наши соседи, и мы должны будем подчеркивать и находить наши культурные сходства, С которые любимцами. позволят нам договариваться, понимаете? И также мы будем дальше тянуться и выстраивать отношения с Кореей, с Японией, с Китаем будем выстраивать отношения, с казахами обязательно будем выстраивать отношения. Мы и с башкирами будем с удовольствием выстраивать отношения, потому что на самом деле, чем больше у нас будет а, как бы диверсифицированное экономическое развитие, да, и как экономика наша будет завязана с разными, тем больше у нас будет шансов не позволить никому и не впасть в зависимость даже от самой Монголии. Это же абсолютно, понимаете, независимость, она независимость от всех. То есть это обязательный такой принцип, и я не думаю, что а, мы каким-то образом должны... Я не хочу, чтобы мой народ чувствовал себя каким-то потерянным из-за того, что мы, например, очень многие не владеем своим языком. Я не хочу, чтобы мой народ оправдывался и говорил, ну, вы знаете, мы же вот колонизация, ну, и так далее, и так далее. Нет. Я хочу, чтобы бурят-монголы чувствовали себя достойными всего самого лучшего, такими, какие они есть. Ну, то на этой ноте тогда завершим.